Жители села Вовош Юрия Наймушина местные жители знают как одаренного мастера по бересте, который из обычного материала делает красивые вещи. Этим непростым делом он начал заниматься уже давно. Нет, недаром, неспроста существует береста. Только ручки приложите. Ах, какая красота! Вот такая наша береста. А береста, это все мы знаем, что это верхний слой коры на березе. Материал этот уникальный. Уникальность его заключается, во-первых, в красоте, в текстуре, в долговечности. И в свое время люди определили, что в коре бересты находятся ионы серебра. А серебро, как известно, является тоже металлом с определенными свойствами. В ионах серебра не распространяются болезнетворные микробы. Значит, квас, молоко в такой посуде держали, и продукт долго сохранял свежесть. Люди шли на покос, брали молоко, квас, ставили в тенек, и до вечера молоко не кисло, потому что в молоке вперемешку с ионами серебра не распространялись болезнетворные и прочие микробы. Появление берестяного ремесла уходит корнями в далекое прошлое. В каждом населенном пункте, в том числе и ныне исчезнувших деревнях, Жуё-Петровск, Верхняя Жуё-Можга, Нижняя Кокси, Вишур, Русские Ожги, мастера могли изготавливать из бересты практически все, начиная с игрушек и кончая строительством дома, ибо без бересты невозможно было представить себе быт крестьянина. Не только доступность материала привлекала людей, но и ее свойства. В частности, свойство забирать излишки влаги из продуктов, которые хранятся в емкостях. Она очень пластичная, симпатичная, гигиеничная в том числе. И уникальные свойства еще какие. Ни соль, ни сахар в этой посуде не каменеют, не кристаллизуются и к стенкам не прилипают. Ну разве это плохо? Вот. Яйца там хранили в старину, я помню. В большом бурачке держали яйца. Холодильников не было. Яйца держали в бурачке, где-то в холодок ставили. И длительное время яйца не теряли своей свежести. Заготовка бересты производилась, как правило, в конце мая, начале июня, поскольку береста в это время эластичная. Мастеров мало, потому что иметь материал очень тяжело. Где его брать? Вот? Где? Я всяко приспосабливаюсь. Ну, официально надо выписывать билет, но у нас это что-то я сам его ни разу не выписывал. Я стараюсь готовить там, где идет заготовка леса. Сейчас тем более, видите, у нас круглые сутки выводится лес, и особенно много березы. Заготовка одной бересты, что стоит, я не знаю. Заготовка бересты — это в такой период, когда очень много клещей. Это лично я не более 2 часов там нахожусь. Я один, мне проверять некому. Если сразу домой, смотрите меня, раздеваюсь до трусов, смотрите на меня, где клещи, да, попадаются. Все работы с заготовленной берестой начинали осенью, после завершения основных сельскохозяйственных работ. Каждый крестьянин знал, как сплести немудреную обувку, лапти, корзины, заплечный короб, солонки для хранения соли. При плотном многослойном плетении достигалась почти полная герметичность изделия. Работа эта медленная, машинного труда здесь нет, поэтому скорость изготовления тоже мала, поэтому и расход бересты невелик. Благодаря доступности материала и относительной простоте используемых приемов ремесло не утрачено. В Центре детского творчества организована кружковая работа по бересте. Взрослые и дети могут своими руками сделать экологически чистую игрушку или надежную корзинку. Дело это хлопотное, такое же хлопотное, как вот плетение из лозы, тоже хлопотное. Поэтому этих мастеров нет. Вот у них большое преимущество в чем? В том, что ничего покупать-то не надо. Пришел, нарезал, подготовил материал. Не сторгать, не токарить, ничего не надо, не долбить. Плети. У меня даже есть стишок такой интересный. Лози ивы длинны тонкий, голоса ребячьи звонкий. Чтоб корзиночку сплести, надо ветки принести. Прутик слева, прутик справа. Молодцы, ребята, браво. Надо чуть помучиться, а потом получится. Вот. Но, как один неглупый дядя сказал, тот, кто обладает терпением, тот может достичь многого.
не достигнет, а может достичь, потому что он обладает терпением. Вот тут терпения надо очень много. И в этом деле, и вот в этом. Если терпения нет, даже нечего начинать. Я друзей своих, давай пойдем, я тебя научу, сейчас зима, пенсионерами. Ну, хоть зимой, ну, кроме уборки снега, люди не знают, чем заняться. Вот пойдем, наготовим, это можно круглый год и готовить. Вот уже можно готовить иву, а рост прекращается, сокодвижение тоже уменьшается. Но не хотят, прямо говорят, у меня нет терпения. Ну, нет терпения, значит, отойдите, пожалуйста. Изделия из бересты по сей день остаются востребованными и популярными. Спрос есть, реализация хорошая, говорит Юрий Максимович. Я бы сказал, что есть, повышенный даже, потому что люди едут в гости, приезжают в гости. Ну что брать, что дарить? Ну если покупать идти на рынок, ну что там, китайско-турецкое, а эта посуда это в разы лучше, чем китайско-турецкая пластмасса. Это же из серии народное, нарядное, родное и очень долговечное. Вот оплетаю я лыком липовым. Вот то лыко, которым плетут лапти. Глянцевая сторона, очень износостойкая. Оплетал и берестой, ну, а береста лохматится быстрее, особенно нижняя часть трется когда, а это не долго, очень долго. Вот говорил, ни соль, ни сахар не кристаллизуются. У меня у самого это уж сколько им лет, значит, много. Но не кристаллизуется, хоть ты что делаешь. Все время в виде порошка. Такие штуки получаются, вот, ну, хоть 10 раз упадет, не сломается. Много мероприятий у нас. Гербер, дни городов, каких только, значит, праздников нет. Ну что туда, вот с этим приезжаешь, уже как-то и праздник смотрится. Ну можно футболками торговать, можно майками, там, трусами или чем, шортами, кроссовками, это одно. Но а рукоделие это другое. Вот, людям объяснишь, они соглашаются. Ну, хвалят даже некоторые. Так я это принимаю как должное, что ли. В свое время Юрий Максимович вел кружок по бересте, учил детей секретам берестяного искусства. Сегодня на заслуженном отдыхе, но нет-нет, да и появляются интересующиеся люди, в лице детей, конечно. У педагога с опытом сразу настроение поднимается, есть кому рассказать, показать. В первую очередь, ребят, надо определиться, что мы будем делать, какое изделие. В основном из бересты делают, ну вот на моем уровне, это в первую очередь емкости какие-нибудь. От солонки до больших бурачков, круглой, овальной и прямоугольной формы и так далее. Что будем делать, ребятки? Ну, такое. Давайте сахарницу небольшую. Давайте. Так ведь? Давайте. Значит, обработаем материал. Концы надо подрезать, чтобы они были ровными, чистыми. Край этот у меня ровный. Сделаем высотой 10 сантиметров. 10 сантиметров. Отмеряем сюда. 10. И сюда 10. Как утверждал великий геометр Евклид, из двух точек можно провести только одну прямую линию. Так ведь? Проводим одну прямую линию. Сейчас еще убедимся, правильно ли мы отмерили. 10. 10. Две точки. Соединяем их прямой линией. И проводим надрез. Убрать неровности, чтобы поверхность была ровная. Аккуратно, ребята, ножи острые. Концы надо, края или концы надо сделать
потоньше, чтобы был плавный переход, чтобы ступеньки не было. Потом берем, можно на банке, можно на любом предмете, какой вы хотите делать. Вот у нас начало, так ведь? Обязательно сантиметра 3-4 до 5 самое лучшее. Надо сделать нахлесточку. Вот такую. Раньше делали немножко по-другому. А сейчас обилие клеев и прочих, они немного ускоряют работу, делают попроще и понадежнее, еще качественнее. Как раньше делали, я вам попозже расскажу. Вот. Потуже натянули, провели линию. Видно ее, но я так провожу ногтем. Не обязательно брать шило там. Клей он недорогой, доступный и очень момент. Я от 88 пользуюсь в том числе. Быстренько пальцем размазываю. Надо кисточкой, но на кисточке много остается клея. Он уходит в отходы, а клей жалко. А с пальца это скатывается легко. И вот смотреть надо, если он у нас вот таким образом склеена, чтобы эта сторона была клею. То же самое. Сейчас надо дать время для просушки, пусть немного подсохнет, ребята. В ходе работы создается особая доверительная атмосфера и ощущение теплоты, и комната наполняется тонким березовым ароматом. Склеиваем, ребятки. Надо аккуратненько, чтобы вот эта прямая линия верхняя была в одной плоскости. Вот видите, она не так, а чтобы была она по прямой. Если нет уверенности, что у вас склеилось, надо жгутом перетянуть. Хороша наша резина, китайская не очень подходящая. Буквально несколько минут постоит. Пока стоит, мы делаем второй слой. У нас будет туесок из 2 слоев. Вот это береста на второй слой. Все, приклеилось. Второй слой. Проводим поплотнее, таким образом. Вот видишь начало. Вот нахлесточка сантиметров 6, давай, от начала, сантиметров 6. И проводим, я провожу ногтем, иной раз даже их не стригу. То опять где шило, туда, вот. По этой линии режь. Одной рукой держи, второй режь. Только аккуратнее. Сильно не дави, лучше несколько раз. Так. Так. Немножко неверно. Надо нож держать, покручивать так вот. Хорошо, понял. Все. Ну и как в первом случае, надо у бересты края вот таким образом подрезать, чтобы не было перехода резкого. Видишь? Угу. И здесь также вот. Почему это делаю я? Потому что у тебя не выйдет. И испортить можно. Видишь, как тонко. Затем на бересте необходимо сделать замок, чтобы надежно было и глаз радовал. Как бы ты пальцы вот так вот сложил, видишь, какая получилась, да. Вот. То же самое, это как пальцы.
Красиво очень, так ведь? Замков где-то 5-6 видов, я двумя пользуюсь, а в основном вот этот. Он простой, он очень крепкий и надежный, и красивый. Потом эта конструкция одевается вот сюда. Если мы скроили, отметили все верно, у нас получится, надо вот таким образом поджать, вот, накатать туда его. Теперь на изделии нужно сделать пояски. 2 пояска сверху и снизу. Сделали их. Потом идет разметка. Это, ну, тут довольно-таки точно надо. Надо рейсмусом провести сверху линию на определенном расстоянии, ну, вот на таком, например, и снизу. Потом сделать разметочку. Я делаю циркулем. Потом, значит, после того, как циркулем отметил, идет нарезка вот такая вот. Идешь, дырочки просекаешь, просек, а потом, собственно, лентой надо делать. Сделали. Получается, вот это как конструкция, ну это как будто вот донышка нету тут. Получается вот такая конструкция. Ну тут по-другому немножко, без поясков. Вот. Потом надо сделать крышку и донышко. Тоже надо по шаблончику вырезать это. Крышка получается, донышко здесь, крышка сверху. Мастерит Юрий Максимович, а в голове стихи рождаются. О чем? О любви, конечно, о большой любви к родному краю. В первую очередь, мне нравится, надо природу любить, по-моему. Природу родного края. Иду я берегом Волы, кулик крылом коснулся глади, голавль оставил пузыри, где ива веткой речку гладит, туман рассеялся в лучах, и за ночь вызрели росинки, они, как слезы на глазах, блестят серебряной бусинкой. На перекате пескари снуют, друг друга обгоняя, в рубахах белых косари проходят травы подминая. Мальчишка-школьник в адидас, он знает, скоро будет тесно, со связкой удочек в запас спешит занять клевачье место. Еще немного и в зенит взойдет светило в поднебесье, иди, послушай, как звенит родного края чудо-песня. Люблю лозу в начале мая, слегка покрытую пушком, весенним воздухом вздыхая, пройтись вдоль берега пешком. Туда-сюда порхают птицы над непокрытой головой, нагретый солнцем парк клубится, идти не хочется домой. Трава местами зеленеет, не видно в небе облаков, и не поймешь, что душу греет, не стало на сердце оков. Течет вола, в ней воды полны, с обрыва рушится дернина, там рябь меняется на волны, и выплыл бобр на середину. Зазеленела снова ива, она любимица народа, неповторима и красива моя вовольская природа. Есть и канары, и курилы, есть солнце, ветер и гроза, но были, будут вечно милы твои любимые глаза. Ну, стихов у меня немало, я много помню наизусть. После просмотра работ и беседы с мастером остается чувство восхищения. К искусно выполненным работам хочется присматриваться, потрогать их. Невольно появляются размышления. Может быть, и я так смогу. А желание окружать себя красотой, натуральной красотой, заложено в каждом из нас.